Глава городского округа Евгений Григорьев ответил на вопросы журналистов с пониманием каждого задаваемого вопроса, предлагая пути решения. Самое большое ограничение в системе общественного транспорта – это водители. Сейчас нет водителей. В следующем году мы обязательно проведем дополнительную индексацию по заработной плате водителей в ЕПАКе, чтобы она стала еще более конкурентоспособной. У нас уже в ЕПАКе предоставляется общежитие. С 2025 года мы начнем предоставлять в ЕПАКе жилье для водителей семейных, кто из другого региона, либо района, либо не имеет жилья здесь в городе. На эти цели готовим порядка 20 жилых помещений. Мы запустим программу, которая будет работать над поднятием вообще престижа водителя и для всех, для частников, и для ЕПАКа. С точки зрения, вот я поставил задачу посмотреть, если нельзя по закону внеочередное обеспечить поступление ребенка в садик, то давайте просубсидируем поступление ребенка в частный садик. Давайте посмотрим над тем, чтобы у нас у водителей были соревнования, и по результатам этих соревнований мы лучших водителей поощряли за счет бюджета города Якутска санаторным курортным лечением, материальным поощрением, что мы уже делаем, но еще большим охватом. То есть мы должны понимать, что водитель автобуса – это своего рода очень важный человек в жизни города Якутска, вообще любого города. Будем работать, и выступил с федеральной инициативой. Меня поддержали по линии Ассоциации городов Дальнего Востока и Сибири больше 10 мэров. Значит, тема какая? Я выступил с инициативой, чтобы включить в перечень получателей льготной дальневосточной ипотеки водителей общественного транспорта, наземного общественного транспорта, для того, чтобы у людей была возможность получить льготную дальневосточную ипотеку, что, конечно же, являлось очень большим подспорьем для выбора профессии водителя общественного транспорта. По итогам пресс-конференции 2024 года прошел успешно для столицы Якутии и стал первым годом реализации мастер-плана города.